Ну, ты уже сказал, что Вику с выступлением не в первый раз. Предыдущий приезд, говорят, вышел достаточно необычно. Что там, Да, что там было? предыдущий приезд это было 5 концертов за 3 дня, когда изначально планировалось 2 концерта за 1 день. Мы не смогли улететь, нам потом уже рассказали, что надо было брать другую авиакомпанию. Не будем сейчас про название, но мы действительно не могли 2 дня подряд улететь из Якутска. Мы тогда летели в Новосибирск, либо во Владивосток. Уже сейчас не помню. И в итоге мы, когда собрали 2 солдаута в первый день, мы такие сидим, не можем улететь, и мы принимаем решение запустить еще в продажу 1 концерт на следующий день, как раз площадка свободна. Мы запускаем в продажу еще 1 концерт. Он продается у нас буквально за считанные секунды. И после этого мы запускаем еще 4-й концерт, и он тоже у нас продается полностью. Блогеры якутские очень сильно помогли. И в итоге, когда мы на следующий день опять не получается у нас улететь, мы ставим 5-й концерт, и уже 5-й концерт проводим со солдатом. Но потом мы поменяли билеты на другую авиакомпанию и улетели уже, но это было интересным экспириенсом. Ну, для тех, кто с тобой вообще не знаком, из наших зрителей, да, блогер с миллионной аудиторией, с недавних пор певец, вообще запел ты не так давно, не знаю, правильно ли цитирую, есть аудитория, хорошо смотрюсь, почему бы не запеть. Вот. Сейчас уже можно сказать, что это такое было прямо супер удачное решение? Я думаю, да, потому что больше 100 концертов в год – это показатель. Многие артисты столько не гастролируют, сколько гастролирую я, блогер, певец. И мы со многими коллегами, журналистами общаемся очень часто, и я говорю о том, что в данный момент, наверное, пение и выступление на сцене в приоритете, нежели ведение блога. Хотя сейчас я тоже возобновил короткие видосы снимать, полнометражные, длинные видео даются тяжелее, потому что на это нужно время, на это нужны силы, а сил иногда нету после гастролей. Вот, поэтому сейчас это точно карьера музыканта, если можно так сказать. И я не жалею, что я ушел все-таки из блогерства в музыку.